Ровно 41 год назад, 6 ноября 1978 года, дикторы Леонид Хишба и Кама Джопуа впервые вышли в эфир с выпуском новостей на родном языке. Во всех уголках страны с голубого экрана на абхазском языке прозвучали слова «Добрый вечер, дорогие телезрители Абхазии». Предпосылкой создания телевидения в Абхазии послужили политические события 1977-78 годов. По стране прокатилась волна митингов и демонстраций. Люди были недовольны грузинской политикой поглощения и растворения абхазского языка и культуры. Массовые волнения пошли на убыль, когда ЦК КПСС поручил Совету министров и Министерству связи обеспечить организацию телевизионных передач в Абхазской ССР. Это постановление и стало точкой отсчета в истории абхазского телевидения, которое с таким опозданием заговорило со своим зрителем на родном языке. Первым главным редактором АГТРК стал журналист Рауль Ласурия, а в создании первой передачи принимали участие всего 11 человек, среди которых Михаил Мархоля, Гурам Амкаб, Амиран Гамге, Георгий Ломи, Людмила Будба. Первой видеозаписью стал концерт Государственной хоровой капеллы. Постепенно схема вещания расширялась, появлялись разнообразные передачи, увеличивался и штат сотрудников. Эмма Адлиба, Заира Бигуа, Людмила Хакба, Людмила Будба, Анатолий Малани – это те люди, которые с первых дней трудятся на государственном телевидении, и оно для них стало не просто работой, а делом всей жизни. На протяжении 40 лет, это мой второй дом, и я работаю до сих пор. Поздравляю телевидение с нашим праздником. Нам 41. Желаю всех благ своим коллегам, чтобы они жили и здравствовали, чтобы они радовали, больших творческих успехов, выдержки и благополучия. В кабинете, который телевизионщики называют «Ньюзрум», трудятся корреспонденты отдела новостей. Утром, днем и поздним вечером здесь слышен стук клавиш компьютера. Это значит, что сюжет обязательно будет готов к эфиру. Плохое настроение, личные проблемы – все это остается за кадром. Здесь есть только материал, который ждут тысячи телезрителей. Сергей, загляни, пожалуйста. Давай, в каком монтажном? Монтажный один. Вот уже 25 лет Ирина Аршиба работает на АГТРК, из которых больше 20 была главным лицом канала, диктором новостей. Она признается, что абхазское телевидение для нее не просто работа, а второй дом. Я пришла, когда мне было 18, и, можно сказать, вся моя жизнь связана с этим коллективом, с этой организацией. И я благодарна судьбе вообще, что я сюда попала, потому что один раз, придя на телевидение, потом не хочешь заниматься больше ничем в своей жизни. Настолько это затягивает, настолько это интересно, настолько это всегда познавательно, и настолько это держит тебя в каком-то таком безумном ритме, без которого жить потом просто становится неинтересно. За время своего существования на АГТРК сменился не один руководитель. Шамиль Пилия, Владимир Зантария, Гурам Амкаб, Руслан Хашиг, Алхаз Чолокуа, Эмма Ходжа, Леонид Еник, Тали Джапуа, Руланд Бганба – все они внесли свою лепту в развитие единственного государственного телеканала. За 41 год абхазское государственное телевидение прошло долгий путь становления и развития. Менялись времена и передачи, но одно оставалось неизменным – любовь и внимание зрителя. Помимо основной своей задачи быть источником новостей, АГТРК выполняет и другие функции – образовательную и культурную, выпуская тематические, спортивные и развлекательные программы. Сегодня день рождения абхазского телевидения. С одной стороны, это, конечно, радость для нас, для журналистов. Мы поздравляем друг друга, но с другой стороны, это всегда повод задуматься о том, что мы делаем, в каком мы направлении идем, что нас ждет впереди. Абхазское телевидение играет важную роль в нашем обществе. Я надеюсь, что это будет так и в дальнейшем. А так, конечно, для улучшения нашей работы, для того, чтобы абхазское телевидение более динамично развивалось, мы должны научиться принимать вот эти вызовы сегодняшнего дня. Вот я думаю, это очень важно. Как бы мы ни оснастили телевидение техникой, как бы мы там не вещали в хорошем качестве в HD, если мы не наполним абхазское телевидение содержанием, все это будет, конечно, гроша ломаного не будет стоить. Мы должны
Самое главное — это подготовить кадры. Вот дальше уже вот это все, что было, все, что вот все, на чем было основано абхазское телевидение. Дальше это уже должно развивать, но это я просто в этом убеждена. Это другое поколение, это молодые, но их тоже надо воспитывать, в них тоже надо вкладывать. Помимо опытных сотрудников на телевидении также работают молодые специалисты, которые стараются внедрить в работу АГТРК свежие идеи и новые технологии. Абхазскому телевидению нужны современные проекты, которые ориентированы на молодежь, чтобы мы включали новые категории зрителей, потому что сегодня есть тенденция на интернет какие-то площадки, люди больше смотрят что-то в интернете, и мы должны создавать такой контент, который соответствует сегодняшнему времени. У нас в ближайшее время выйдут где-то 5-6 новых проектов, которые будут именно такими современными. На протяжении долгих лет государственное телевидение Абхазии освещает события и проблемы, происходящие вокруг. Благодаря грамотной и слаженной работе журналистов многие сюжеты и передачи помогают решению конкретных проблем. Коллектив абхазского телевидения и дальше готов неустанно трудиться во благо нашего государства и его жителей. Эсма Гуланзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.